Добрый день, уважаемые педагоги! Позвольте вашему вниманию представить новые, прежде всего для нас, новые подходы в организации методической работы в системе образования, муниципального образования городского округа Усинск. В этом учебном году нами разработана и утверждена новая структура методической работы. Координацию всей работы осуществляет муниципальный методический совет, который определяет приоритетные для образовательной системы нашего муниципалитета направления методической работы, рассматривает и принимает решения по актуальным вопросам методической деятельности, вырабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса и организации методической работы. Возглавляет муниципальный методический совет заместитель руководителя управления образования. К работе совета привлекаются методисты муниципальной методической службы, педагоги, победители профессиональных конкурсов и лица, ответственные за организацию методической работы в образовательных организациях. Муниципальный методический совет координирует работу муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми, муниципального опорного центра по дополнительному образованию и муниципальных сетевых сообществ. Сетевое сообщество проекта «Опорная школа». Статус «Опорная школа» присвоен Усинской школе номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов, которая выстраивает тесное взаимодействие не только со школами-партнерами, но и со всеми школами муниципалитета, проводя обучающие семинары и представляя коллегам опыт работы по реализации основной образовательной программы среднего общего образования в условиях новых стандартов. Сетевое сообщество проекта «Эффективная школа». В рамках реализации республиканского проекта «Эффективная школа», направленного на повышение качества образования, школой номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов, школой лидером, разработана тьюторская программа сопровождения школ-участников проекта, в рамках которой проводятся открытые мероприятия, стажировки по предметам, онлайн-консультации для городских и сельских школ. В работе этих сообществ большое содействие оказывает КОМИ Республиканский институт развития образования. Работа сетевого сообщества «Школа молодого педагога» направлена на методическое сопровождение молодых педагогов на муниципальном уровне и функционирует на базе опорной методической площадки начальной школы номер 7. К проведению мероприятий привлекаются опытные педагоги, а возглавляет работу площадки Солдаткина Ирина Константиновна, победитель республиканского конкурса «Наставник года», и Бухтиярова Наталья Евгеньевна, победитель федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Муниципальные опорно-методические площадки, созданные на базе 7 детских садов, являются местом диссеминации передового педагогического опыта образовательной организации и предоставляют возможность педагогам дошкольных образовательных организаций представить себя на муниципальном уровне. Учители общеобразовательных организаций имеют возможность представить свой опыт работы в рамках городских предметных недель. Это тоже одно из нововведений этого учебного года. Разработан и утвержден календарь городских предметных недель, в ходе которых педагоги проводят открытые занятия, уроки, дают мастер-классы. На сегодняшний день в рамках предметных недель начальных классов, математики, информатики, технологии, иностранного языка, географии, химии, русского языка и литературы, предметов этнокультурной направленности было проведено 89 открытых мероприятий. Особое внимание мы уделяли и уделяем взаимодействию с республиканскими методическими объединениями. В 2017 году был издан приказ об организации участия педагогических работников в деятельности республиканских методических объединений. Педагоги прошли регистрацию на портале «Открытое образование Республики Коми», и на заседание РМО мы приглашаем педагогов в управление образования, где организована точка подключения. Но наши педагоги хотели бы быть не только слушателями, но и активными участниками заседаний, представить свой опыт работы в рамках деятельности РМО. Наш муниципалитет является отдаленным, и приехать на заседание не всегда представляется возможным. В адрес Коми Республиканского института развития образования нами были направлены предложения по представлению опыта работы наших педагогов посредством видеозаписи, письменно или скайп-технологии. Совместно со специалистами Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО мы разработали алгоритм действий,
В адрес педагогов, пожелавших представить свой опыт, направили методические рекомендации по оформлению методических разработок. Наибольшую активность проявили педагоги дошкольных образовательных организаций, и в декабре опыт работы воспитателей детских садов номер 8, 10 и одного педагога дополнительного образования был направлен в адрес КРИРО для представления его в рамках заседаний и затем размещен на портале «Открытое образование Республики Коми». К сожалению, мы смогли представить опыт только 3 педагогов, хотя предложений было значительно больше. Чаще всего упор в работе РМО делается на опыт педагогов, которые находятся в территориальной доступности, хотя с помощью дистанционных технологий круг участников мог бы быть значительно расширен. Мы готовы в этом направлении работать и в следующем учебном году, и думаем, что наша инициатива будет поддержана коллегами и из других муниципалитетов. Спасибо за внимание.